И они орят, а здесь только маленькая панда. А баргибей сухачет. Шибер харрак. Таждо дикился, юх сухачет. Без панда охватилась. Вспыхнет как спичка и вся жизнь под откос. Как предупредить ЧС, пожары и их жертвы через несколько минут. Важная информация для автолюбителей. Тарифы на полис ОСАГО повысятся в среднем на 15%. Год рождения. Бессмертие год. 42-й. Узнать, увидеть, прикоснуться к артефактам. Дух военного времени в новом центре патриотического воспитания. Открытие в Зязиков-Юрте. Изготовлен он из обычных кухонных приборов. Ложки здесь выполняют функцию ножек, вилки играют роль рук. Конструкции с изюминкой мастерит Муса Тангеев, студент Московского технологического университета, и его функциональное хобби в выпуске. На этом турнире количество участников перевалило за 200 человек, среди которых борются и чемпионы мира. Пятое открытое первенство Сунжинского района по грэпплингу прошло в Фоке имени Дзаурова. Здравствуйте, это новости 24. Глава Ингушетии выехал в учреждение здравоохранения, на эндокринологический диспансер, перинатальный центр, клиническую больницу имени Ахушкова. Ознакомился с материально-техническим обеспечением медцентров региона, пообщался с пациентами на предмет качества оказания услуг, оценил условия труда персонала. По результатам осмотра помещений Калиматов поручил социальному блоку Кабмина республики привести в соответствие с техническими требованиями новые сооружения, нарушения при возведении которых привели к дефектности зданий. Также подчеркнул, что работа по привлечению к ответственности лиц, виновных в сложившейся ситуации, будет проведена в рамках законодательства. Махмуд Али Калиматов указал на необходимость создания комиссии по выявлению недостатков сооруженных объектов, материалы по итогам проверок которой будут передаваться в правоохранительные органы. Кроме того, руководитель региона поручил правительству проработать сегмент здравоохранения при формировании бюджета региона. Калиматов особо отметил, что при этом необходимо учесть потребность в увеличении финансирования лекарственного обеспечения и пересмотра тарификации заработной платы медперсонала лечебных учреждений. Напомним, ранее Калиматов заявил о необходимости перезагрузки системы здравоохранения региона с целью более эффективной реализации нацпроекта здравоохранения согласно указу президента Путина. Все, что необходимо для оказания первой помощи, все у нас есть. Да. А что бы вы улучшили? Да, помещение. Еще отдельно гипс. Есть артерии и сосуды, проверяете? Мы и вены можем, и артерии. Но работаем, в данный момент работаем на артериях сердца. Мы видим, есть ли там стеноз, есть ли... Вы можете проверить ноги? И ноги можем, и шею, да? Да. Пожары сезонного характера. Это речь идет именно о текущем периоде. Угроза исходит от бытовых приборов, обогревателей, точнее от их неудачного или чрезмерного использования. Не доглядели, включили, забыли, уснули, а в результате ЧП. Диана Дударова о нескольких возгораниях в регионе за минувшие дни. Не могу понять. В этот вечер, когда из горящего двора спасали сын, сноха и трое внуков, Лизы Булгучевой дома не было. Возгорание произошло в районе 16 часов. В этот момент супруги с детьми находились на заднем дворе. Что послужило причиной ЧП, до сих пор не знают. Проводка газа, котел, ванночлах, котел безопасно был. Проводка там, в принципе, в гофре была. Пока не знаем. Первыми на помощь прибежали соседи. Со слов очевидцев, буквально за считанные секунды пламя охватило 2 дома и навес. К счастью, в этот момент никого внутри не было. Одна из первых, кто обнаружила возгорание дома Ахильговых, Патима Джандигова. До приезда пожарного караула с родными пытались потушить огонь, но старания были безуспешны.
Пожарные и спасатели прибыли на место в 17 часов. В течение 10 минут удалось локализовать пожар, уже через полчаса ликвидировать. Развитию огня послужила и ветреная погода. Точные причины возгорания еще устанавливаются. А пока есть предварительная версия дознавателей – неосторожное обращение детей с огнем. Первый очаг возгорания был на месте стога сена, возле которого находились малолетние дети. В это время еще дом и навес ничто еще не горело. Первым загорелся стог сена, возле которого находились малолетние дети. От него пожар уже пошел на дом и дальше. Сейчас здесь работают эксперты испытательно-пожарной лаборатории, берут пробы для проведения экспертизы. Ее результаты будут известны уже через несколько дней. Также подозрения пали на открытые электропровода над стогом сена, но, по словам специалистов, они могли послужить причиной только вторичного возгорания. В данном домовладении проводка проложена, я бы сказал, очень хорошо. Вся проводка соответствует регламенту, вся проводка медная, а нету нарушений каких-либо. Но все-таки нам надо 100% причину узнать, из-за этого мы изъяли проводку, будем проводить экспертизу. В общем, что оставило целую семью без крова? Замыкание электропроводки или детская шалость? Еще предстоит выяснить. Однако стоит отметить, своевременная ликвидация огня позволила в какой-то мере спасти домовладение Ахильговых. Надежда восстановить его есть. Потребуется капремонт и сделать новую крышу. Ну а пока его жильцы разделились. Одни ютятся у родственников, другие у соседей. Хозяин дома планирует до зимы отремонтировать хотя бы 2 комнаты и собрать всех вновь в родном доме. Соседи и родственники все как один повторяют. Главное – живы и здоровы. Прошедшие выходные выдались в буквальном смысле горячими для пожарных. 19 октября в полночь в службу МЧС поступила информация о возгорании частного саманного дома в Сунже. В нем проживал мужчина 60 лет. С ним в одном дворе в соседнем доме живут брат с супругой и их 3 детей. На хлопок сбежала вся округа. В этот момент Руслан Акиев находился внутри. Все до сих пор считают настоящим чудом то, что ему удалось выйти целым из огня. Также не пострадал только достроенный дом рядом. В час ночи хлопок случился. Взрыв, хлопок, я не знаю, это был или взрыв это был. Мы прибежали сюда, и здесь уже огонь был. Уже из крыши выбивал огонь, когда мы прибежали. Потому что взорвался этот газовый баллон, и сверху вот эта штука взорвалась. Из крыши она вылетела, и вместе с ней пошел огонь. Страшно было. Причиной несчастного случая на этот раз стала не детская шалость, а взрослая несознательность. Ранее жителю дома отключили газ за неуплату, но предприимчивый гражданин установил газовый баллон внутри дома. Родные признаются, что с того момента не раз предупреждали об опасности, которую он представляет. В ночь возгорания пожарные спасатели первым делом вынесли баллон. Не подоспея они вовремя, пламя могло привести к взрыву цистерны. В этом случае от этого участка и домов остались бы только обугленные руины. В данном случае мы видим, прямо в комнату человек занес и поставил этот самый газовый баллон. Это во-первых. Во-вторых, у него центральный газовый подвод был блокирован газовой службой за, соответственно, неуплату долгов по газу. И человек таким образом как бы нашел выход. В-третьих, подвод уже газовый, сам он должен осуществляться, то есть не должен осуществляться резиновыми шлангами. Вот это часто бывает нарушение такое. Подводят по-быстрому резиновый шланг, там начинается утечка, и, соответственно, бывают такие последствия. Сезон роста бытовых пожаров можно считать открытым. По данным статистики, за последние десятилетия их количество в отопительный сезон составляет 80% от общих. Если же днем солнце еще греет, то вечером температура воздуха значительно снижается. Вот все и торопятся подключить обогреватели, зажечь котлы. Но при этом забывают, что электропроводка часто не выдерживает больших нагрузок. По этой причине сотрудники МЧС призывают жителей республики быть бдительными, соблюдать правила эксплуатации электро- и газовых приборов. Диана Дударова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Тарифы на полис ОСАГО повысятся в среднем на 15%. Об этом всех автомобилистов предупреждают страховые компании. Причиной таких изменений стал законопроект о либерализации автогражданки, который сейчас находится на рассмотрении. Так, согласно новому документу, лимит суммы за вред здоровью достигнет 2 миллионов рублей. Это в 4 раза больше, чем сейчас. Кроме того, предлагается расширить ценовой диапазон полиса, установленный Банком России. В его пределах страховые компании будут самостоятельно определять тарифы индивидуально для каждого водителя. Для этого им хотят разрешить установку устройств, оценивающих качество вождения. Изменения должны вступить в силу со следующего года.
В Магасе ограничено движение на мосту при въезде в столицу. Мера вынужденная из-за ремонта конструкции. За годы эксплуатации переправа заметно обветшала. Ремонт был необходим в целях безопасности. Идрис Ижиев расскажет об этом. Ремонтные работы на ингушских дорогах продолжаются. Из-за огромного потока машин никакое асфальтовое покрытие не выдерживает нагрузки. На этот раз ремонту и модернизации подвергся мост на въезде в столицу республики. Дорогу огородили бетонными барьерами, чтобы умерить поток машин и разгрузить мост. Сотрудники госавтоинспекции обращаются к автолюбителям с просьбой заблаговременно выбирать маршрут, а также время в пути с учетом дорожной обстановки ситуации, придерживаться временно выставленных знаков, а также временной разметки. Судя по работам, одной из опорных колонн моста требуется ремонт. Рабочие и техника производят ее очистку от старого бетона для дальнейшего укрепления. Именно эти огромные колонны и служат опорой всего дорожного сооружения. Поэтому профилактику и модернизацию нужно проводить регулярно. Бетонные барьеры установили несколько дней назад. На первый взгляд кажется сложным перестроиться на новое движение. В сложившейся ситуации перепутать встречную полосу со своей возможно. Об этом говорят и следы недавнего небольшого ДТП. Однако, несмотря на достаточно узкое пространство, в общей массе водители с новым движением справляются. По-любому ремонт мне дают же. Там люди почти комфортно проезжают. Там чуть-чуть движение не на большом скорости, но километр 40 едет, человек без проблем едет. Я еду, я понимаю, все понимаю. Там любой может понять. Там знаки стоят, ограждение есть, ремонт дороги идет. Это любой сознательный человек должен знать. Если он не знает этого, он даже не должен выйти на трассу. Особых проблем там нету, надо только соблюдать правила дорожного движения и ехать с ограниченной скоростью. А так сложного там ничего нету, там же ремонт происходит, надо провести. Это же необходимо. Надо с пониманием относиться. Сроки окончания работ пока неизвестны. Будем надеяться, что ремонт не затянется, а работу проведут качественно, чтобы эта проблема была решена на долгое время. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. За эту неделю на дорогах республики произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Так, в селении Алхасты столкнулись два автомобиля ВАЗ-2199 и машина марки «Хонда». К счастью, обошлось без жертв. Водители доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь. Также в Малгобеке 61-летний житель был сбит при переходе дороги. Водитель, местный житель, скрылся с места ДТП. Пешеход был доставлен в ближайший медпункт. Терский хребет – центр патриотического воспитания. Под таким названием открылся сегодня в сельском поселении Зязиков-Юрт. Он будет функционировать на базе местного дома культуры. Инициатива создания подобного учреждения принадлежит главе Ингушетии. Это целое движение, посвященное истории Великой Отечественной. На базе центра работает и музей военных артефактов. Обо всем подробно Амина Бокова. Патриоты, активисты, археологи и исследователи сельского поселения Зязиков-Юрт наконец-то обрели свой общий дом. Терский хребет – это центр патриотического воспитания, где теперь смогут собираться все любители отечественной истории, совместные экспедиции, раскопки, исследования, обсуждение теорий, интересные лекции. И это лишь малая часть того, что ожидает участников Терского хребта. Неудивительно, что на его открытие пришло такое количество сельчан. В зале даже негде присесть. Большая часть гостей – это, конечно же, дети, мечтающие примкнуть к Терскому хребту. Я очень рада, что у нас в селе открылся центр Терский хребет, потому что для нас это возможность узнать чуть больше о своей родной земле. Терский хребет – это районный центр, поэтому стать участниками движения могут все дети Малгобекского района. Центр патриотического воспитания молодежи станет площадкой для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, уроков мужества и экскурсий для школьников. Здесь будет работать постоянная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Артефакты, найденные в ходе поисковых работ поисковиками отряда «Малгобек», непосредственно на Терском хребте. Открытие центра патриотического воспитания – инициатива главы республики. К его созданию подключился поисковый отряд «Малгобек» и местная администрация. Задачи, которые стоят перед центром, это
воспитание молодежи, духа патриотизма, чтобы наша молодежь знала историю родного края, историю своей малой родины, историю большой нашей родины, чтобы они могли изучать на примерах героев России, Великой Отечественной войны, героев Кавказской войны, на их примерах воспитывать нашу молодежь, и чтобы они были посвящены в те подвиги, которые совершали наши земляки. И на этих примерах учить себя, готовить себе к взрослой жизни, готовить себе к службе в армии. На базе центра работает и музей военных артефактов памяти поколений. Здесь собрано около сотни экспонатов, найденных во время поисковых работ в Малгобеке. Например, личные вещи солдат фашистской Германии, которые добрались до Ингушетии. Столовые приборы в виде такого компактного набора. Извилки, спрятанные в ложке для удобного хранения. Фляги, остатки одежды и даже часы. Особый интерес у собравшихся вызывает и коллекция оружия. Вот этот пулемет тоже найден буквально недавно, месяца 3 назад, наверное. Мы его отреконструировали, он был весь разбит, возле него бойца не было. Скорее всего, выбросили бойцы наши, потому что он был уже не в пригодном состоянии. Еще что у нас тут есть? Вот фляжка, вот котелок. Нашли двоих бойцов, они были курсантами с Владикавказского училища, военного училища. Одного установили, имя, фамилию, все, но не можем найти родственников. Подписано колено Жора. Бойцам было на момент смерти, есть база данных, по 17 лет. А вот этот миномет поисковый отряд Малгобека искал 4 года. А нашли совершенно случайно возле кирпичного завода, где раньше проходила линия обороны. Этот миномет батальонный, 82-миллиметровый. Этот миномет также мог использовать немецкие мины, потому что у этого миномета 82 миллиметра калибр, а немецкий 81. Немцы не могли нашими минами стрелять из таких же минометов. Самый главный плюс музея – дети могут не только смотреть и фотографировать экспонаты, но и трогать их своими руками, чтобы еще больше приобщиться к истории сражения в Малгобеке. Естественно, здесь будут и просто кружковцы наши, и школьники нашей местной школы, и не только местной, я думаю, это районный центр, здесь будут школьники всего района. Праздник в Зязиков-юрте продолжается. Дети поют песни, читают стихотворения. Не растет трава забвения под Малгобекскую горой. 24-й год рождения. Бессмертия год 42-й. А уже завтра Центр патриотического воспитания начнет полноценную работу в рабочем режиме. Альмина Бокова, Магомед Даскиев, Новости 24. Заметно упростился путь в школу для юных жителей селения Средние Челуки. Напомню, в мае здесь снесли старую школу, и пока на ее месте возводят новую, детей перебросили в учебное заведение Нижних Очелуков. Транспорт при этом для них предусмотреть забыли. Добирались на перекладных. Об этой проблеме мы рассказывали в нашем выпуске. Сейчас вопрос решен. Светлана Томова расскажет. Пятимат Тачиева каждый день пешком преодолевает почти километр дороги от своего дома до этой центральной мечети, откуда их забирает школьный автобус. Она учится во вторую смену. Девочке приходится ездить в соседнее село, потому как ее школу снесли и на месте старой уже возводят новую. Преодолевать такую дорогу постоянно Пятимат непросто. Из-за нехватки транспорта дети часто опаздывали в школу. Но сейчас, по словам девочки, все это осталось в прошлом. Раньше нам было очень сложно добираться до Нижних Очелков в школу. А сейчас, когда появились автобусы, нам стало легче. Я раньше добиралась до этой школы с такси, а другие дети ходили на своих машинах.
Вот так ежедневно водитель школьного автобуса Шамсудин Паланкоев объезжает 6 точек в селе, откуда приходится забирать детей. Правда, автобус в итоге забивается до отказа, поэтому в день приходится делать 4 рейса – довести детей до школы и забрать их вечером после занятий. Все бы ничего, жалуется водитель, если бы родители провожали и встречали поздно вечером своих детей в целях их же безопасности. Стоянки, родители же 6 сопровождать дури берешь до автобуса. И от автобуса. Чудал дальше. Цена ахтахудер. Цик удиш хат баважи, дахай чох бежи. Цена ара чиртажи, хамар жилуца. Учитель сопровождающий да обусуцан. Учитель ламшду хандер берешь хайн шашну до ходоус худмиша. Просто сопровождать цардыча даху транспортировка. Ткай сопровождающий учитель бы сайхош, абуалыш, халбуалыш, оз хатхошиш. Со сносом старой школы проблема школьного автотранспорта встала остро перед родителями учеников, потому как одного микроавтобуса на более чем 300 детей просто не хватало. Приходилось отвозить самим детей в школу или же вызывать такси. А это серьезно било по карману, сетуют родители. Поэтому они сообща написали коллективное письмо в Министерство образования республики, после чего их детям предоставили 2 школьных автобуса. Управление образования занятон, Министерство образования занятон, туашрелис комитет ваша, даха хантхо принять дятхо, директор с письма же азиатцыгче, ши автобус занятон. Ши автобус хонелра ахтадутхо. Ахтахалары водитель же успевать до шиш рейса шалч, динаги рейса шалч. А так дагасан духо рейс же шалч, они тоже не успевают. Сарваша далции. Нет ни возможности, ни времени, ни средств, чтобы забирать каждого ребенка из дому, отмечает директор школы Луиза Тачиева. По этому поводу она часто слышит возмущение родителей. Связано это, видимо, с тем, что заливают бензин и производят ремонт школьного автобуса на средства родителей. Но даже при этом уделять внимание каждому ребенку не получается. Существуют нормы Санпина, в соответствии с которыми остановки должны быть не менее 500 метров между остановками. Кроме того, в сельской местности допускается 1000 метров. Удовлетворить все требования родителей, останавливать у каждого двора мы просто не в состоянии автобус, потому что это и расход топлива, и время дополнительное. Поэтому родительским комитетом определены точки сбора учащихся, и вот в этих точках дети собираются и их подвозят к школе. По словам представителя Минобра республики, проблема со школьным транспортом в республике не стоит остро. Практически все общеобразовательные учреждения на 90% обеспечены школьным автотранспортом. Понятно, что не без каких-то проблем, возникающих при эксплуатации, допустим, там, или вообще функционировании этого автобуса с отсутствием, допустим, горюче-смазочного материала, или по каким-то другим причинам, но в принципе нельзя сказать, что у нас критическая ситуация в этом вопросе сложилась, которая требует каких-то немедленных оперативных вмешательств. Все решается постепенно. Какой-то транспорт приходит, естественно, с течением времени в непригодность. Какой-то транспорт, сейчас у нас почти 80 школ, у нас в соответствии с новыми лицензионными требованиями оформляют документацию к этим школьным автобусам. Представители Минобразования республики отмечают, строительство новой школы на 720 мест со всеми необходимыми условиями должно завершиться до конца 2020 года. А до тех пор школьникам, терпящим временные неудобства, придется подождать. Светлана Томова, Магомед Белакиев, Новости 24. С 1 ноября 2019 года в законную силу вступают правила охраны труда работников строительных объектов. В соответствии с нововведениями обязательным этапом деятельности работодателя будет проведение оценки условий на объекте. В рамках проверки можно будет выявить опасные участки и спрогнозировать риски, стоящие перед работниками в ходе трудовой деятельности. Кроме того, работодатель систематически должен проводить осмотр объекта и реализовывать работы по снижению выявленных рисков. Помимо всего, работодатель обязан обеспечить каждого работника средствами индивидуальной и коллективной защиты. Следует отметить, что приятным бонусом для работников будет индивидуальный подвоз к объекту стройки.
Мангал с автоматическим вращением, шампуров, универсальное кресло, вешалка, как проросшая сквозь комнату дерева. Все это творение рук Мусы Тумгоева. Он знает, как обращаться с деревом и металлом. Интерес к такому хобби перенял у отца. Сейчас учится на архитектора в Московском технологическом университете и планирует перевести свое любимое дело в прибыльный для себя творческий бизнес. Репортаж Дианы Дударовой. С шумом станков, пилы, исходящими с этой мастерской каждый день, уже смирились и родные, и соседи молодого кузнеца. Здесь Муса Тумгоев вдыхает в жизнь новые изделия. Они удивляют своей практичностью, качеством, а иногда и эксцентричностью. Кстати, большинство орудий труда, которыми пользуется Муса, изготовил своими руками. Я сделал себе распиловочный станок. Циркулярная пила получается. Купил циркулярную пилу, полностью вырезал по ней, пошел по этим чертежам заготовки, соединил их, короче, получилась у меня такая пила. Мусе Тумгоеву 23 года, окончил колледж по специальности хореографа, но работать по профессии не захотел. Сейчас на заочном отделении учится на архитектора в Московском технологическом университете. Металлом всерьез увлекся 18 лет. Признается, что в детстве любил наблюдать за отцом. Он меня очень много чему научил. Потому просто элементарно то, что даже когда я смотрел на него, как он делает. Если отец занимался кузнечным делом лишь по необходимости, то для Мусы это стало любимым занятием, в которое он вкладывает всю душу. К тому же это основной род деятельности на данном этапе его жизни. А началось все с этого мангала. Он стал первым творением мастера. 5 лет назад, проезжая лавку кузнеца, его внимание привлек такой же, который стоил около 30 тысяч. Тогда он и решил, что мог бы изготовить его сам, и это будет намного дешевле. И вот уже 5 лет шашлыки всей семьей жарят на нем. А получился мангал более усовершенствованным, чем тот, который Муса увидел в магазине. Сделал вот такую вот станину. Она убирается. Это чтобы вот какой-то чайник, что угодно. Вот это тоже снимается, это все разбирается. Сделал, место, конечно, там было, но в любом случае я тоже повторил это. Сделал специальный прожектор, потому что в основном шашлыки что-то делается вечером, когда уже все после работы спокойно могут собраться. Я хочу сделать, вот здесь ставятся шестеренки, и автоматическое переворачивание шампур, чтобы выставить какую хочешь скорость, если определенно, и не пришлось трогать вообще шампура. Человек, который первым помог воплотить идею с мангалом в реальности, поверил в способности Мусы его мама. Эсет Тумгоева с тех пор поддерживает все задумки сына. Признается, что его умение работать руками пригодилось всему дому и в частности ей. Благодаря его трудолюбию и таланту не приходится обращаться к другим мастерам или тратиться на некоторые предметы быта. Даже адресную табличку для дома смастерил сам. Где-то в классе первом, вот втором, у него вот какие-то, он вечно что-то придумывал, и он все время говорил, вот что-нибудь сделает, и говорит, мама, говорит, я с работы прихожу, я, говорит, тебе сюрприз сделал. Вот у него такое было. Он обязательно какую-нибудь или вешалку сделает, или что-то такое интересное своими руками сделает. И вот он говорил, я сюрприз сделал. Муса признается, что мама всегда любила все необычное и выделялась среди других. Таким воспитала и его. О недюжинном таланте и креативности Мусы свидетельствует его комната отдыха, переполненная необычными творениями мастера. Здесь он проводит свободное время и для максимального комфорта предусмотрел каждую мелочь. Теперь поднимается сторона и идет вперед и назад. Этим автомобильным креслом Муса заменил обычное офисное. В списке его многозадачности предусмотрена и функция подогрева. Также в умной комнате можно встретить предметы, которые не только практичны, но и дополняют интерьер. Например, это изображение робота на стене Муса выполнил из устаревших деталей автомобиля, которые другие, возможно, сразу отправили бы в мусорный ящик. Предмет декора служит одновременно и держателем ленты для 3D-принтера. Этот эксклюзивный светильник – авторская идея Мусы, которую он воплотил сам в реальность. Изготовлен он из обычных кухонных приборов. Ложки здесь выполняют функцию ножек, вилки играют роль рук, которые держат лампы, а также являются выключателями, которые соединяют два провода, после чего загораются цветные лампочки. На любимом деле Муса пока не зарабатывает. Все свои изобретения дарит родственникам, знакомым или маме. Среди этих вещей приборы для зубочисток, салфетница, а также более интересные мужчинам – прицепы, строительные козлы. А это подставка в прихожей – последняя работа мастера. Собрал ее из металла и дерева. Вначале это был срезанный кусок дерева, который мы не знали, куда девать. Вот он у нас вот так перемещался. Потом он хотел из него сделать светильник. Вот думал, потом как-то ему в голову пришло,
Вот у нас какое-то мероприятие было, я не помню. Вот какой-то дедушка никак обуться не мог, мы ему помогали. И он говорит, давай, мама, говорит, я сделаю здесь, говорит, стульчик, чтобы люди садились, одеваться обувь было удобно. Муса Тумгоев и дальше планирует развивать любимое дело. Недавно вступил в Союз ремесленников республики. Признается, что это стало прекрасной возможностью советоваться с опытными мастерами. Планирует в ближайшем будущем открыть полноценную мастерскую, которая сможет работать круглый год и обрести постоянных клиентов. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Взять на себя все бюрократические выкладки и дать возможность родителям целиком посвятить свое время заботе о новорожденном. С такой задачей с 2020 года в России начнет функционировать суперсервис госуслуги рождения ребенка. С помощью него родители смогут по одному заявлению и без визита в госорганы оформить электронное свидетельство о рождении. СНИЛС, полис обязательного медстрахования, сертификат на мат-капитал, ИНН – всего за 15 минут. Оформленные с помощью сервиса документы будут поступать заявителям в электронном виде. Кроме того, будет доступна запись онлайн-отслеживания очереди в детский сад. Юниоры сошлись в противостоянии на первенстве Сунжинского района по грэпплингу. 5-й по счету турнир прошел в Сунже, но он собрал спортсменов со всего округа. За схватками наблюдал наш корреспондент Харун Аздоев. Открытое первенство Сунжинского района по спортивной борьбе в разделе грэпплинг в нашей республике проводится уже в 5-й раз. На этом турнире количество участников перевалило за 200 человек, среди которых борются и чемпионы мира. Ареной для проведения 5-го открытого первенства Сунжинского района по грэпплингу стал физкультурно-оздоровительный комплекс имени Бай-Али Дзаурова. В состязаниях приняли участие спортсмены от 13 до 20 лет в 42 весовых категориях. Помимо представителей местных клубов, в бороться за призы турнира вызвались гости из Чеченской республики и других регионов СКФО. Самый юный борец соревнований Малик Акиев 2009 года рождения может претендовать на номинацию «Самый смелый грэпплер», так как все его соперники старше на 3 года и весят на несколько килограмм больше. На 3 килограмма больше был, чем я вес. И первый раунд я выиграл, второй он. Это мой 3-й турнир, я хочу занять 1-е место. Для тех, кто не знаком с этим направлением спортивной борьбы, грэпплинг – это вид единоборств с минимальным ограничением по использованию болевых и удушающих приемов, исключая удары. В Ингушетию этот вид спорта пришел недавно, но уже широко пользуется популярностью среди представителей других видов боевых искусств. Ислам Героев, представляющий местный клуб Сунжа GG, тоже не упустил возможности, чтобы испытать свои силы на этом турнире. Занимаюсь карате, и здесь хотели проявить свой опыт, чтобы в дальнейшем было легче выступать. Первые схватки я победил треугольником, и осталось еще 2 схватки, в полуфинал и финал. Не знаю, посмотрим, что будет. Организатор первенства – представители Федерации спортивной борьбы региона, а точнее вице-президент Ильяс Хашагульгов. Под его руководством грэпплинг продолжает свое успешное развитие в регионе. Как правило, подобные соревнования проходят по круговой системе, что позволяет каждому из выступающих провести по 3-4 схватки. Первоочередная цель этого турнира – незаменимый соревновательный опыт для юных борцов. Чтобы уровень у наших спортсменов повышался для пропаганды здорового образа жизни. И вот готовимся дальше на СКФО, чтобы ребята прочувствовались перед СКФО. Вот решили провести такой открытый турнир. План дальше проводить такие же турниры, чтобы ребята выступали, набирались опытом. Сюда к нам приезжают очень именитые спортсмены. Есть многократные чемпионы мира, России, Европы. Наши спортсмены в этом виде спорта из года в год очень быстро набирают и улучшают свои навыки. Среди них уже есть свои звезды, фавориты и лидеры. За их борьбой не менее интересно наблюдать, чем за взрослыми спортсменами. У нас определенно растет поколение отличных грэпплеров. Теперь очень важно не снижать темп и создавать им условия для всестороннего развития. Ведь у них есть все шансы в будущем громко заявить об Ингушетии, как о регионе с высоким уровнем спортивной борьбы. Харун Аздоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.